Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня встретился с народной артисткой Абхазии и России Хиблой Гирзмавой, российским оперным исполнителем Ильдаром Абдразаковым. По поручению президента Аслана Бжаня в селе Кутол будет восстановлен стадион. В парке Славы в Сухуми почтили память добровольца, героя Абхазии Дмитрия Чебенец. Аслан Бжаня провел расширенную встречу с участием депутатов парламента, глав районов и городов Абхазии. Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунбам, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, председатель Конституционного суда Диана Пиля, генеральный прокурор Адгур Агарба, руководитель администрации президента Бесалом Кварча, председатель Верховного суда Саида Бутба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, первый заместитель руководителя администрации президента Зураб Каджая, а также члены правительства и руководители силовых ведомств. На повестке дня было обсуждение законопроекта о некоторых мерах по повышению уровня социально-экономического развития Чимчирского, Тхорчалского и Галского районов в Республике Абхазия. Данные законопроекты, зарегистрированные в парламенте депутатами Качарава, Эмурхба и Акаба, нацелены на улучшение социально-экономической ситуации в регионах Восточной Абхазии. Участники встречи в подавляющем большинстве выразили поддержку законопроекту, подчеркнув острую необходимость экономической поддержки Тхорчалского, Чимчирского и Галского районов. Президент Аслан Бжаня отметил, что социально-экономическое развитие этих регионов является приоритетной задачей для государства и требует неотложных мер. Принятие данного законопроекта станет важным шагом на пути к стабилизации и развитию восточных регионов Абхазии, что позволит улучшить качество жизни в этих районах и создать новые возможности для экономического роста. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен парламентом Республики Абхазия в ближайшее время. Через несколько минут перед зданием Абхазского драмтеатра в Сухуми откроется 22-й музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». В главном культурном событии Абхазии примут участие артисты Мариинского театра, выступят солисты оперной труппы театра и сама Хибла Гирзмава. На сцену выйдут Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Вячеслав Васильев, Екатерина Савинкова и другие звезды мировой оперы. В программе фестиваля еще 4 разноплановых концерта в Абхазии, 6 музыкальных событий в других городах России и 2 в Китае. Президент Аслан Бжаня встретился с народной артисткой Абхазии и России Хиблой Гирзмавой и российским оперным исполнителем Ильдаром Абдразаковым. Глава государства отметил важность проведения ежегодного фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» для культурной жизни республики. Вот уже который год главным событием культурной жизни не только столицы, но и страны является фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает», который неизменно проходит в летние месяцы в республике. Хибла Гирзмава – настоящая примадонна оперной сцены, блистательная оперная дива, обладательница голоса божественной красоты и феноменального драматического таланта уже давно не нуждается в особых представлениях. Каждый концерт Хибла Гирзмава всегда событие года в мире классической музыки. Принимая народную артистку Абхазии и Российской Федерации, а также российского оперного исполнителя Ильдара Абдразакова, глава государства отметил важность проведения ежегодного фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» для культурной жизни республики. Уже третий десяток, как в Абхазии проводится фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». Это возможность для нашей публики приобщиться к высокому искусству, за что, примадонна, вам отдельное спасибо. Мы вами гордимся, восторгаемся вашими талантами и надеемся на то, что в ближайшие десятилетия вам не будет никакой конкуренции в том деле, которым вы занимаетесь. Дорогой маэстро, добро пожаловать в Абхазию. Я знаю, что вы поддерживаете дружеские отношения не только с
с госпожой Герзмава, а с некоторыми нашими соотечественниками. Это обстоятельство нас радует. Абхазия всегда для вас будет открыта, и мы будем рады любому вашему приезду. В свою очередь, Хибла Герзмава поблагодарила президента за прием и поддержку, которую оказывает руководство страны в проведении фестиваля. Оперная дива подчеркнула, что она рада со своими коллегами находиться на родине и дарить праздник своему народу. Аслан Георгиевич, спасибо большое за приглашение, спасибо большое за встречу. Мне очень приятно, что я со своими коллегами, со своими друзьями снова у себя на родине дарю праздник нашему прекрасному народу. Я очень счастлива, что я родилась здесь. Мне очень приятно, что каждый год, уже 22-й год, мы делаем для нашего народа праздник классической музыки. Я надеюсь, что мы будем продолжать это делать и дальше, потому что наша страна – это страна души, где должна звучать классическая музыка. Я очень счастлива, что я родилась здесь, и в память о моих родителях был создан когда-то в 2001 году этот прекрасный фестиваль. И я очень счастлива, что в течение этого фестиваля, в истории этого фестиваля со мной рядом мои друзья, мои коллеги. Ильдар Абдуразаков не впервые в Абхазии, он наш большой друг. И я очень дорожу и ценю дружбы. Прекрасные, замечательные, именитые большие музыканты были здесь. И Владимир Спиваков, и Лена Васильевна Образцова, и многие другие. Денис Мацоев. Я очень счастлива, что мы живем вот такую красивую музыку на нашей земле. На фестивале Хибла Герзмава приглашает. Музыку всегда дарят большие мастера, музыканты с большой буквы. Не случайно. Фестиваль, рожденный в Абхазии, за эти годы узнали во множестве стран на разных континентах, предоставляя для его концертов самые престижные залы. А начиналось все с концертов в Пицунде и Сухуме. Поэтому фестиваль, как и его хозяйка, гастролирует по всему миру, но всегда возвращается домой. Участниками фестиваля во все годы были друзья и коллеги Хиблы Герзмава, выдающиеся музыканты современности. Российский оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдуразаков не первый раз в Абхазии. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за прием, за то, что есть возможность. Это вот культурные события, которые проводит уже много лет Хибла, не только в Абхазии, но и нашей любимой России. Вот эта связь между Россией и Абхазией, то, что делает нас теплее, нас светлее в культурном плане. Для меня большая честь выступать в Хибла на фестивале как в России, так и здесь, в Абхазии. Это, слава богу, мой не первый приезд. И я всегда с большим трепетом, с большим уважением к народу, к абхазскому, конечно, прежде всего к моей сестре, мы так друг друга называем, Хиблой. Вот приезжаю сюда и выступаю здесь на разных площадках. И мы были в Пицунде, как-то с Владимиром Спиваковым. Да, в храме. И на стадионе выступали. Да. И вот сегодня нас ждет большая сцена под открытым небом. Да. Я очень жду этого события. Спасибо. В рамках встречи российскому оперному певцу Ильдару Абдуразакову было присвоено звание «Народный артист Абхазии». Указ подписал президент Аслан Бжания. Ильдар Абдуразаков – заслуженный артист России, лауреат Госпремии Российской Федерации, народный артист Башкортостана, народный артист Татарстана, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и 2 премий Грэмми, победитель 3-го сезона шоу «Маска» на НТВ. По мотивам произведения любимого нами и вами русского писателя абхазского происхождения Хазира Искандера. Живите долго и счастливо. Живите до тех пор, пока вот это все не превратится в плюс. Это серебро, я на несколько тысяч лет вас гарантирую. Спасибо вам большое. После встречи с главой государства Хибла Герзмава и Ильдар Абдуразаков ответили на вопросы журналистов. Оперная дива отметила, что абсолютно счастлива, что вновь приехала к себе на родину. Привезла прекрасную, красивую музыку, что мой народ, мои люди, любимые гости нашей столицы с удовольствием сегодня насладятся прекрасным звучанием оркестра Мариинского театра, солисты сегодня Мариинского театра здесь. Мой дорогой
обожаемый друг, коллега Ильдар Амирович Абдразаков, который не первый раз в Абхазии, это наш большой друг, и я очень счастлива, что мои друзья в течение этих многих лет приезжают в эту прекрасную страну, страну души, для того, чтобы сделать праздник, потому что здесь должна звучать музыка. Хибла Гирзмава поблагодарила президента и всех тех, кто помогает в организации фестиваля. Впечатлениями об Абхазии поделился и Ильдар Абдразаков. Он отметил, что счастлив находиться в нашей стране, быть рядом с давней подругой Хибла Гирзмава. Ильдар Абдразаков отметил, с честью и гордостью будет носить звание народного артиста Абхазии. Я помню, с конкурса Чайковского, когда я сидел в зале, следил за конкурсом, и Хибла получила тогда гран-при. Вот, и, конечно, не мог себе представить, что когда-то буду выступать и стоять рядом вместе с нашей выдающейся певицей, с вашей, и, конечно, с вашей и с нашей тем более. А сегодня я здесь поддержать фестиваль Хиблы, поддержать ее и приехать сюда, вновь вернуться в эту прекрасную страну и подзарядиться положительными эмоциями. Потому что здесь это всегда есть, это существует, и этот воздух, и эти люди, которые здесь живут, они дают невероятный заряд энергии положительный. Вот с удовольствием приехал. Спасибо большое за приглашение. Сегодня на сцене будут солисты Мариинского театра и лауреаты конкурса Хиблы Гирзмава, конкурса вокалистов и концертмейстеров. Это тоже отдельная гордость для меня, конечно же. И мне очень жаль, что сегодня Валерий Писалович не смог к нам приехать. Он приболел, и я желаю ему только здоровья, потому что он обожаемый, любимый мой маэстро, которого мы, естественно, очень ждем. И я надеюсь, что у нас будет обязательно такое еще время, когда он приедет, и мы снова подарим нам всем музыку, и Валерий Писалович будет за пультом. Так что... Зародившийся в Абхазии фестиваль Хибла Гирзмава приглашает уже давно, перешагнул границы стран и континентов, из года в год расширяя свою географию. И в этом году Хибла Гирзмава подготовила немало сюрпризов и интересных встреч со звездами классической музыки. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Дамей Авицба назначен в Рио начальника ГАИ Абхазии. Министр внутренних дел Роберт Киут представил нового руководителя личному составу госавтоинспекции. Затем состоялось рабочее совещание руководства МВД с назначенным в Рио начальника УГАИ. Репортаж пресс-службы МВД. В УГАИ МВД состоялось рабочее совещание, в ходе которого министр внутренних дел Роберт Киут представил личному составу госавтоинспекции нового начальника УГАИ Дамея Авицба. В связи со служебной необходимостью до особого распоряжения назначить подполковника милиции Авицба Дамея Джумберовича временно исполняющим обязанности по должности начальника управления госавтоинспекции Республики Абхазия. Представляя Авицба, генерал-майор милиции Роберт Киут подчеркнул важность совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения, пропаганды законопослушного поведения со стороны водителей и пешеходов, а также внедрения современных технологий в служебную деятельность. Все это потребовало кадровых решений, отметил министр, которые были им приняты. Это уже не первый раз мы здесь встречаемся. В последнее время мы встречаемся достаточно часто. Обсуждаем одну и ту же проблему. Проблема на дорогах, которая у нас фактически не претерпела особых изменений. Да, есть некоторые цифры, но они недостаточны. Работа по линии ГАИ должна быть усилена. С исполняющим обязанности руководителя ГАИ мы обсуждали уже ряд организационных вопросов, которые необходимо будет исполнить. И думаю, что в ближайшее время будут приниматься соответствующие решения. Сегодня мной давно было указание подготовить письма во все министерства и ведомства относительно правонарушений со стороны сотрудников их министерств и ведомств. Даже этот вопрос мы обсуждали. Я считаю, что все участники дорожного движения, вне зависимости от должностного регламента своего должности, они должны нести полную ответственность
за правонарушение. Никого привилегированных, либо каких-то особых людей на дороге не должно быть. Почему-то многие сотрудники думают, что они имеют право нарушать, особенно ездить в нетрезвом состоянии, и к ним будут применяться какие-то особые меры. Такого не должно быть. Заместитель министра внутренних дел полковник милиции Беслан Чкадуа, курирующий направление милиции общественной безопасности, отметил, что Авицба давно работает в системе и не понаслышке знаком с проблемами, имеющимися с государственной автомобильной инспекцией. Чкадуа подчеркнул, что особое внимание к работе сотрудников в летнее время, когда кратно растет число машин на дорогах. То решение, которое сегодня было озвучено, это продиктовано необходимостью изменения в работе. Череда последних событий, где погибли молодые наши граждане, говорит о том, что та работа, которая проводилась, она недостаточна. Сегодня общество требует от нас более кардинальных мер, более строгой работы, строгого подхода, и у нас другого пути нет. Мы должны работать. Дамир Джумберович свою работу знает, много лет проработал в ГАИ, для него это не новое направление, и большие надежды на него возлагаются. Надеюсь, что вместе со всеми, с каждым из вас, той командой, которую он подберет, что у него это получится, потому что другого пути у нас нет. Право на ошибки уже все исчерпаны. Осталось добиваться результата и спасать жизни и здоровье наших граждан. Это касается каждого из вас. Каждый из вас, если на месте не будет работать добросовестно, эффективно, мы можем сколько угодно менять руководителей ГАИ, мы ничего не изменим. Только сплоченная работа вместе, сообща, должна дать нам результат. Временно исполняющий обязанности начальника УГАИ Дами Авицба поблагодарил руководство за доверие и озвучил свое видение решения имеющихся в системе проблем. У нас проблема самая первая, проблема с пьяными водителями, которые ездят у нас по городу и на наших трассах. Я их могу назвать потенциальными убийцами, которые садятся за руль в опьянении алкогольном или наркотическом. Если мы все вместе не встанем и их всех не остановим, поверьте мне, в практике я многое увидел, коснется каждого, к сожалению. Чтобы этого не было, это касается не только милиции, должны рядом стать, и общественность, и все те органы, силовые, не силовые. Министр правильно сказал на совещании, будет дана задача отправить письма всем ведомствам, что каждый сотрудник, который работает, не дай бог, если попадется за рулем в нетрезвом состоянии, не будет пересылаться в какой-то другой орган, чтобы пересидеть и вернуться опять на свою службу, а должен быть уволен. Если мы этого делать не будем, от того, что я пришел здесь один, хочу порядок навести, ничего не получится у нас. В завершении совещания руководство МВД в очередной раз потребовало от личного состава усилить работу на местах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. В управлении госавтоинспекции состоялось рабочее совещание руководства МВД с назначенным в Рио начальника УГАИ. В ходе совещания министр внутренних дел Роберт Кьют и его заместитель Беслан Чкадуа определили начальнику УГАИ основные задачи в работе госавтоинспекции. В планах у МВД ходатайствовать о новой мере наказания водителей, пребывающих за рулем в нетрезвом состоянии, в частности, лишать их автотранспортного средства сроком на 1 месяц. Как Дамир Джумберович, поставленные задачи нами, я думаю, должны быть ясны. Помимо этого мы ждем в ближайшее время изменений, достаточно строгих изменений. Считаю необходимым, обсуждали вопрос изъятия автомобилей у пьяных водителей на какой-то срок. Давайте определимся, наверное, будем как минимум на месяц надо будет изымать, так как человек должен чувствовать ответственность, ту, которую должен нести по закону. То есть понятно, что я еще раз говорю, я лично волевым решением своим приказываю вам исполнять именно в таком порядке. Слава Славович, необходимо будет подготовить площадку, куда будем, как говорится, ставить эти автомобили. Необходимо в неведомственной охране поставить задачу об охране этих объектов, чтобы у нас там не произошли какие-то казусные ситуации, но по-другому, я вижу, людей остановить невозможно. Посмотрите еще раз законодательство все наши, которые существуют по всей строгости нового закона.
нарушителей, особенно тех, кто пребывают в наркотическом опьянении. Посмотрите законы, которые есть. Как отметил курирующий направление работы ГАИ замминистра Бесланчкадо, есть определенные вопросы к правоприменительной практике. Вместе с тем он подчеркнул важность активного взаимодействия в данном вопросе с парламентариями страны. Те письма, которые вы поручили, будут подготовлены, разосланы. Начнем работу. В рамках комиссии, которая создана в парламенте, мы обсуждали предложения. Вот одно из предложений, значит, лишать водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, на месяц автотранспортного средства с постановкой на соответствующую штрафстоянку. Осталось вопрос сейчас, готовим с нахождением места этой штрафстоянки. Главная задача, как я ранее говорил, снизить аварийность на наших дорогах, убрать с наших дорог потенциальных убийц, предметом убийства, которое является транспортное средство. Пока мы эти транспортные средства не будем изъимать и ставить на штрафплощадку, как вы сказали, у нас ничего не получится. Министр Роберт Киот потребовал от нового начальника ГАИ действенных мер, подчеркнув, что за все решения Авицба будет нести персональную ответственность. Вместе с тем руководители пообещали оказывать содействие ГАИ в реализации и осуществлении решений, пусть даже не популярных, но тем, которые приведут к снижению числа ДТП на трассе и спасению жизни граждан. За рулем только трезвые. МВД Абхазии проводит специальные рейдовые мероприятия по выявлению злостных нарушителей, лица без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудниками госавтоинспекции в ходе специальных мероприятий выявлены злостные нарушители, лица без права управления автотранспортом, нетрезвые водители, а также те, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Пабба Радмир Тамелович, 1997 года рождения, житель Гудаутского района, пребывал за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Абдулоев Чимшет Файзулоевич, 1980 года рождения, проживающий в городе Гагра, также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кучеренко Роман Леонтьевич, 1979 года рождения, житель города Пицунда, отказался от освидетельствования. Килба Роман Валерьевич, 1979 года рождения, проживающий в городе Гудаута, за рулем в алкогольном опьянении. Отерба Феликс Валикович, 1970 года рождения, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования. Гулария Владимир Владимирович, 1986 года рождения, житель города Сухум, отказался от освидетельствования. Когония Саид Жоржевич, 1993 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения процедуры освидетельствования на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ. Цулуки Ахра Александрович, 1994 года рождения, житель города Сухум, за рулем в алкогольном опьянении. Чеминава Валерий Ривазович, 1977 года рождения, житель Галского района, пребывал в алкогольном опьянении, от освидетельствования на потребление наркотиков отказался. Илющенко Богдан Сергеевич, 1993 года рождения, житель села Уарча, управлял транспортом в состоянии наркотического опьянения. Находился за рулем, остановили, свидетельствовали, показала марихуану. Джинджоли Лашан Ударевич, 1990 года рождения, житель города Сухум, пребывал в наркотическом опьянении. Вальваков Сергей Иванович, 1985 года рождения, житель Ростовской области. Управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Я ехал за рулем. В моей крови нашли следы марихуаны. Филиппов Сергей Дмитриевич, 1990 года рождения, житель города Краснодар, пребывал в алкогольном опьянении. Силакадзе Рамаз Витальевич, 1983 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Губа Захар Александрович, 1977 года рождения, житель Гудаутского района, пребывал в алкогольном опьянении. В 3 часа ночи 9 июля сотрудниками УВД по городу Сухум был доставлен водитель Ниссана Лагинзе Рамаз Эдикович, 85 года рождения, лишенный ранее водительского удостоверения и управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии. Решением суда 10 июля был привлечен к штрафу в 4200 рублей и отпущен. В 15 часов того же дня Лагинзе вновь управлял автомобилем
без документов и был остановлен сотрудниками Гулрыбского РОВД. Требования прохождения свидетельства на состояние опьянения не выполнил. Постановлением районного суда отпущен со штрафом Колотилин Александр Николаевич, 1986 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джинджоли Леон Вадимович, 2003 года рождения, проживающий в Новом Афоне, пребывал в алкогольном опьянении. Румянцев Артур Игоревич, 1989 года рождения, житель города Гагра, в алкогольном опьянении. Берзеня Тимур Валерьевич, 1981 года рождения, житель Сухумского района, в алкогольном опьянении. Гулия Омари Гивевич, 1985 года рождения, житель Сухумского района, управлял транспортом в наркотическом опьянении. Дженя Бадри Русланович, 1991 года рождения, пребывал в наркотическом опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день. Административная ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии предусматривает от взыскания штрафа 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на 6 месяцев, до 30 суток ареста с лишением прав на 2 года. Невыполнение водителям законного требования сотрудника милиции, прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишением водительского удостоверения на 6 месяцев. При повторном правонарушении 30 суток ареста и лишения прав на год. Сотрудниками госавтоинспекции в ходе специальных мероприятий выявлены злостные нарушители, лица без права управления автотранспортом, нетрезвые водители, а также те, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Цузба Игорь Хицкурович, 1967 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Федотов Денис Сергеевич, 1994 года рождения, житель Калужской области, в алкогольном опьянении. Кокоскерия Мустафа Назирович, 1974 года рождения, житель города Гагра, в алкогольном опьянении. Мацл Бамираб Вахтангович, 1986 года рождения, житель города Сухум, пребывал за рулем в алкогольном опьянении. Дзапш Аляс Сократович, 2002 года рождения, житель города Гагра, в алкогольном опьянении. Голумян Николай Альбертович, 2000 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Авджан Нарат Наратович, 1989 года рождения, житель Сухумского района, в алкогольном опьянении. Лейба Энрик Эминович, 1983 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Айба Саид Илгуджевич, 1990 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Трапш Данил Валерьевич, 1980 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения без водительского удостоверения. Сангулия Вадим Даурович, 1989 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения без водительского удостоверения. Пачулия Тамази Тимурович, 1975 года рождения, житель города Сухум, управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Авец Баруслан Истамурович, 1991 года рождения, житель города Сухум, в наркотическом опьянении. Гогохия Мате Русланович, 1989 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Соловьева Ксения Андреевна, 1990 года рождения, проживающая в городе Сухум, в алкогольном опьянении. Лагвилава Тимур Геннадьевич, 1999 года рождения, житель Чемчирского района, в алкогольном опьянении. Кривохижин Андрей Георгиевич, 1990 года рождения, житель города Сухум, в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. По поручению президента Аслана Бжаня в селе Кутол будет восстановлен стадион. Репортаж Уляны Рожковой. В рамках рабочей поездки в Ачимчирский район глава государства осмотрел заросший стадион в селе Кутол и на месте принял решение выделить средства на его восстановление. Президент поручил главе администрации составить проектно-сметную документацию для включения соответствующих работ в бюджет следующего года. Это наши абхазские патриоты, бизнесмены. Уртургана Хала, сразу это схрара, а тут 2 миллион. Убреев не пушаку, ждерваз, шалага ацера. Нас еги уезм харигир, нас хакоп, чтобы эти схрать, а лозрабхаб. Я хцапа бре проект, избранок узер
А команда все еще мог. Я говорил, что Анпи, а стадион это хоп, а стадион Ахсоб. А речь цифра, решив, что пара нома, черага, хотома, покрытие ома, чокома, решив, что быстро усей шахка. Кутолский футбольный клуб «Зана», который был основан еще в 1995 году, удивляет своими успехами и показывает хорошие результаты на всех спортивных чемпионатах республики. В 2023 году клуб стал чемпионом Абхазской национальной лиги. Восстановление стадиона станет дополнительным бонусом для команды и стартом для будущих побед. Кутольская «Бзана», которая сегодня хорошие результаты показывает, отличные. Мы вообще надеемся, что наши две учамчирские команды в финале тоже чемпионата Абхазии сыграют. И вот так хотим поддержать как-то по возможности. В конце визита в село Кутол Аслан Бжаниев встретился с жителем села Александром Цвинария, удостоенного высшей государственной награды Ахц-Апша 3-й степени. Президент лично поздравил его и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия. Ульяна Рожкова, Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В городе Ткварчал вновь развернуты масштабные работы по реконструкции городского парка. В прошлом году здесь уложили брусчатку, провели освещение, выполнили работы по озеленению, установке малых архитектурных форм. Адиса Сагария расскажет подробнее. В городе-герой Ткварчал возобновились работы по благоустройству и реабилитации парков и близлежащей инфраструктуры. Сейчас активно ведется работа над второй частью общественного пространства, включающего в себя фонтан, детское кафе и зону отдыха. Площадка для фонтана была выбрана не случайно, так как возведение фонтана на этом месте было начато еще до начала Отечественной войны народа Абхазии. Однако по истечению длительного времени фундамент пришел в негодность, в связи с чем и было принято решение построить здесь новые объекты. После того, как война закончилась, не было возможности восстановить, и потому что половина раскурочена, была поломана, восстановить нет было смысла, и поэтому решили новое здание построить. После того, как будут завершены строительные работы, здесь планируют создать зеленую зону, посадить деревья различных сортов, сделать живую изгородь из кустарников и декоративных растений, высадить цветы. Работы по благоустройству города в самом разгаре. Строительство кафе подходит к завершению. Конструкция фонтана уже доставлена и начинается ее сборка. Проект есть, смета есть. Утвержденный фонтан уже завозят частями, восстанавливаться будет. Дети пользоваться будут, ходить будут, отдыхать будут, лавочками будут обставлены здесь везде. Для отдыха все будет здесь сделано. У нас здесь в основном центральный парк, кафе, фонтан будет продолжение этого парка. Она будет сливаться в одну площадь и дальше будет продолжаться. Подойдет она к лестнице, которая будет соединять нижнюю площадку с верхней. Благоустройство Ткварчала играет важную роль для жителей. Эта положительная тенденция переполняет чувство радости горожан. Работы финансируются за счет средств местного бюджета. Все работы планируют завершить к концу этого года. Адиса Сагария, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Печальная весть. На 73-м году ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Валерьянович Шария. Виталий Шария был членом Союза журналистов Абхазии и России, Союза писателей Абхазии. Его повести и рассказы публиковались в российских журналах «Смена», «Наш современник», «Свет», «Литературная Россия», книгах «Абхазские яблоки», «Танк не страшнее кинжала», «Букет Абхазии» и других. Виталий Шария – дипломант и лауреат международной литературной премии имени Фазили Искандера. Он также является автором сценария документального фильма и книги «Абхазская трагедия». За журналистскую деятельность во время Отечественной войны народа Абхазии удостоен премии Ассоциации интеллигенции Абхазии. Кабинет министров Абхазии выражает глубокие соболезнования семье Виталия Валерьяновича Шария.
Более 50 лет Виталий Шария работал в СМИ Абхазии, прошел большой творческий путь. В числе других он стоял у истоков зарождения национальной независимой прессы. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии до Дня Победы Виталий Шария вместе с коллегами выпускал в Гудауте газету «Республика Абхазия», обеспечивая информационную поддержку освободителям Родины. Светлая память о ветеране абхазской журналистики навсегда сохранится в памяти соотечественников, говорится в соболезновании. В связи с кончиной Виталия Валерьяновича Шария создана комиссия по организации похорон под руководством председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашик. Похороны состоятся в среду, 17 июля. Прощальная церемония начнется в Доме учителя в Сухуме в 11 часов. Траурный митинг в 13 часов. Виталий Шария будет похоронен в селе Тамыш Очимчирского района. После продолжительной болезни скончался депутат парламента Республики Абхазия первого созыва, кавалер ордена Ахтзапша третьей степени Альфред Леонидович Какуев. Премьер-министр Александр Ангваб выразил соболезнования семье усопшего. Альфред Какуев избрался в предвоенный Верховный Совет Абхазии, был энергичным и общественным, и политическим деятелем, чья бескомпромиссная гражданская позиция и преданность идее независимости Республики Абхазия снискала глубокое уважение в абхазском обществе, говорится в телеграмме. Премьер-министр выразил слова поддержки семье Какуева. Соболезнования семьи Альфреда Какуева выразил спикер Народного собрания Лаша Шуба. Все, кто знал Альфреда Леонидовича, ценят его вклад в работу парламента в годы политического отстаивания интересов республики во время Отечественной войны народа Абхазии и становления независимости нашего государства. Светлая память об Альфреде Леонидовиче навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в соболезновании спикера. 15 июля 1993 года, прикрывая отступление своей группы в Кадорском ущелье, погиб доброволец, герой Абхазии Дмитрий Чепенец. Семья добровольца, бывшие руководители подразделений Восточного фронта, руководители администрации президента Бесалом Кварча посетили могилу героя в парке Славы в Сухуме. Репортаж Лауры Капш. Мужество и решимость броситься в бой и на помощь – это в характере настоящего мужчины. Легенда Восточного фронта. Именно так прозвали героя Абхазии Дмитрия Чепенца, который родился в Беларуси, но сердцем и душой принадлежал нашей абхазской земле. Там детей давят танками. С такими словами в феврале 1993 года он приехал в Абхазию и сразу же принял участие в мартовском наступлении. Это наступление на Сухум стало для майора Чепенца первым испытанием на Гумистинском фронте. Как рассказывала мама, ему позвонили также друзья, сказали, там беда. Вот, он подошел к маме, говорит: Лен, надо ехать. А это 90-е, да, развал, тяжело. Мама: ну а как так? Он говорит: ну там детей танками давят. Вот, и мама говорит: ну у нас двое маленьких, ну куда вот им? Они только переехали из Самары в Донецк. Вот. И мама ушла на работу, говорит: я пришла, у меня записка, баночка валерьянки, написано: Лена, я по-другому не могу. Дмитрий Чепенец был профессиональным военным. Его навыки и умения были бесценны. Накануне войны в Абхазии Чепенец работал инструктором в Центре спецподготовки разведдиверсионных групп, был офицером особой сверхсекретной группы спецназа «Дельфин» в своем родном Белгороде. Военную службу он начал в воздушно-десантных войсках в Чехословакии, а затем в Приволжском военном округе и достиг больших высот в профессии, что было обусловлено его природными талантами, невероятным трудолюбием и любовью к профессии. Тогда я, в принципе, руководил штабом обеспечения Восточного фронта. И когда увидел вот Диму, когда мы там познакомились, вот я увидел в нем очень серьезного специалиста, который прошел спецподготовку, который имел серьезный опыт. И он сам изъявил желание помочь Восточному фронту. Он когда видел, что потому что в Восточном фронте ситуация другая была, блокадная была история. Там были в основном добровольцы, народ воевал. И таких профессионалов, опытных, да, было очень мало. Этот человек
был такой особый человек, даже я бы сказал, немножко романтичный человек, который от всей души хотел помочь, поддержать нас в борьбе за освобождение нашей Родины. И он был человек отчаянный, очень мужественный, храбрый. Я даже просил, боялся, чтобы его в бой не пускали, потому что, я сказал, он настолько отчаянный, может погибнуть, чтобы... получилось, как получилось. Он сам, видимо, как разведчик, своим примером хотел показать ребятам, и он у нас погиб. И он как будто бесчувствовал, он оставил мне записку с адресом, что у него семья. Сегодня вот пришла дочка, внуки. Это приятное событие, что они знают память, где он находится, память о нем сохранится. И мы с нашей стороны, в принципе, делаем, чтобы им здесь было комфортно, насколько это позволяют наши возможности. В принципе, их встречают и наши военные, и бывшие руководители подразделений Восточных фронтов опекают, внимание им уделяют. Это мы обязаны так делать. Мы не должны забывать детей тех, кто сложил голову на нашей земле за нашу свободу. Майор Чепенец хорошо знал минно-взрывное и диверсионное дело, был знаком с современными видами вооружений. В мае 1993 года командование решило, что Чепенец будет полезен и в другом районе республики. Он был переброшен на Восточный фронт. В июле 1993 года в составе разведывательно-диверсионной группы отправился на задание, с которого не вернулся. Майор Дмитрий Чепенец погиб 15 июля, прикрывая отступление своей группы в Кадорском ущелье. Дмитрий Чепенец был хорошим товарищем и настоящим профессионалом, вспоминает кавалер ордена Леона Илья Гамисоня. Я был начальником штаба полка, и, соответственно, все вопросы, связанные с вооружением, с разведкой и так далее, были нашей темой. А Дима во всех этих вопросах был специалистом, реальным специалистом, который прошел большую школу. Вот. Мы начали нашу деятельность с того, что проводили ряд учебных сборов, обучали наших солдат, наши подразделения, наши группы владению современными видами техники, это ПТУРСами, это ПЗРК, это другими видами оружия. Дима во всем этом был чрезвычайно компетентен. Вот. Потом мы получили задание по проведению операции в Верхнекадорском ущелье. Над этой операцией работали долго. Готовились, несколько пробных выходов делали. Группу возглавлял Нодар Багателя, Алик Мибони. Эта группа поднялась через перевал Эргзашира, отсюда через Гализгинское ущелье. Они поднялись к перевалу Эргзашира. И там они должны были взорвать линию электропередач для того, чтобы лишить электроэнергии Западную Грузию. Это была такая плановая операция. Операция прошла не совсем удачно, нарвались на блокпосты. В высоких зарослях лопухов группа рассеялась. По отдельности отстреливаясь, они вышли к перевалу, где обнаружили, что потеряли 3 бойцов, в том числе и Дмитрия Чепенца. К этому времени я поднялся в сторону Хаджала, встретил группу. Мы отдали команду возвращаться, найти. Кстати, еще несколько бойцов потерялось. Нодар Багателя со своей группой вернулся на поиски. К сожалению, нашли еще 2 бойцов. Они живы-здоровы были, немножко просто потерялись где-то там. Диму мы, к сожалению, в тот момент не нашли. После этого, враг с той стороны укрепил свои позиции, строили блокпосты, и пройти туда уже было практически невозможно. Так и закончилась война. В случае моей гибели прошу похоронить меня в Сухуми после его освобождения. Такое завещание на обратной стороне фотографии своей 2-летней дочери оставил герой Абхазии, доброволец майор Дмитрий Чепенец. Волею судьбы останки героя Абхазии были возвращены только спустя 24 года после гибели. До 2017 года он числился в списке пропавших без вести. 28 июня того же года в Парке Славы состоялось перезахоронение останков Дмитрия. В соответствии с его завещанием, таким пророческим завещанием, он был предан земле здесь, в городе Сухум. И его семья, в частности, Елена Николаевна, дочь Дарья,
внуки, вот вы имеете возможность сегодня наблюдать их, да, они стараются по мере возможности приезжать сюда, на могилу, встретиться, значит, с нами, с однополчанами Димы. Вот. Надо отдать должное, значит, абхазским властям, значит, они всегда внимательны к ним, стараются им помогать. И я вот сколько я росла, то есть нас пугали, что в Абхазию ехать нельзя, да, ну вот как бы интернета не было посмотреть, как бы казалось, что что-то страшное. И я не понимала, почему в Сухум. Ну почему Сухум? Почему не Белгород у родителей, почему не Донецк, почему не его любимый город Ростов, где родственники? И потом уже, когда выросла, то есть появился интернет, и я поняла, что туда нужно ехать, можно, надеялись сами найти могилу, ну, как бы он оказалось, она в горах, и все сложно. Вот, и когда я приехала и видела Сухум, я поняла отца. То есть я видела эту всю красоту, он очень любил море, то есть и я как бы вопрос отпал сам по себе. То есть он как бы на моей фотографии написал завещание. Мужественный, смелый и отважный боец. Именно таким он остался в памяти тех, с кем был знаком. Это был действительно такой мужественный человек, отважный, очень грамотный, добрейшей души. Знаете, значит, сейчас, может быть, это немножко сложно вот такой категории людей, значит, знаете, вот такую категорию людей встретить. Удивительно интересный человек, очень скромный. Вот о себе рассказывать не любил. Я из его рассказов помню, он много рассказывал о своей дочке. Вот эта девочка, которая здесь сидит, и показывал ее фотографию. Это фотография девочки с косичками. Вот мы все помним эту фотографию. Он очень любил свою семью. Семья добровольца Дмитрия Чепенца посетила могилу героя Абхазии. У него есть сын и дочь, растут 4 внуков. Я помню, когда он погиб, мне было почти 4 года. У меня есть пару моментов, вот, видимо, яркие. Когда папа первый раз приехал из Абхазии в отпуск. Это большая сумка мандарин, спортивная сумка. И я маму спросила, когда выросла, говорю, мама, мне приснилось, но детская фантазия, возможно. Она говорит, нет, была вот эта большая сумка. И забирал меня из сада, я помню. Нам читали сказку про кружку енота, и зашел отец в форме. Так, конечно, все воспоминания остались у брата, потому что ему было 9 лет. Вы знаете, из рассказов людей, которые вы видели, для меня это человек с повышенной вот справедливостью. Я вот, когда во мне это кипит, я понимаю, от кого. То есть он был очень правильный, очень справедливый, то есть честный, то есть он любил очень поэзию, то есть он сам писал стихи. То есть там моему Белгороду есть его стих, то есть на 9 мая. То есть очень много, прям даже записи остались, то есть приятно почитать. Есенина узнал наизусть всего. Даже мама открывала книжку, начинала читать с любой строчки, он продолжал. То есть у него была феноменальная память. То есть, ну, для меня это вот не просто герой войны, да, защитник Абхазии. Для меня он герой как человек, как отец. В 1995 году Дмитрию Чепенцу посмертно было присвоено звание Героя Абхазии. Его имя навечно высечено золотыми буквами на пантеоне славы в Сухуме. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 16 июля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, днем и вечером преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 28-33, температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.